Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Новогодние праздники скоро-скоро уже. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный десерт. Это пирог на песочном тесте трехслойный. Очень-очень вкусный пирог. Для этого пирога нам понадобится. Возьмем 450 грамм просеянной муки. Добавим 100 грамм сахара. Добавим пол чайной ложки соли. Размешаем сухие ингредиенты. Добавим 200 грамм сливочного масла комнатной температуры. Я его нарезала так вот кубиками, чтобы удобнее было. Из муки и масла будем делать крошку. Вот такая крошка у нас получилась. Сейчас сюда добавляем одно яйцо. Берем 200 миллилитров сметаны, у меня 15%. Добавляем пол чайной ложки соды. И хорошенечко размешиваем, чтобы загасить соду. Добавляем в общую массу. И будем месить песочное тесто. Долго месить не надо, просто надо будет собрать тесто в ком. Очень хорошенечко размешаем, потом руками будем собирать в ком. Если муки мало, можно немножко добавить. Вот такое вот очень мягкое тесто у меня получилось. Сейчас я ее накрою крышкой и уберу в холодильник примерно на 30 минут. Пусть пока отдыхает. Пока наше тесто отдыхает, займемся начинкой. Для начинки нам понадобится 250 грамм чернослива, 250 грамм кураги, один небольшой лимон и 200 грамм сахара и еще 2 столовые ложки муки для начинки с лимоном. Сейчас курагу, чернослив и лимон будем пропускать через мясорубку. Я все пропустила через мясорубку. Начинка получается густая, поэтому ее надо будет развести кипятком до нужной консистенции. Ну, консистенция примерно как повидло, чтобы было, чтобы можно было хорошо намазать ее там. Такая мягенькая получается начинка. Еще немножко, и будет нормально уже. Если они не сладкие, например, курага и чернослив, то можно добавить сахар. У меня сладкие, я сахар добавлять не буду. Тем более, что сахар очень много добавляется к лимону. Вот так вот. Сейчас таким же образом делаем курагу. К лимону добавляем 2 столовые ложки без верха муки. И 200 грамм сахара. И все хорошенечко размешиваем. Это будет лимонная начинка.
за счет муки она у нас не потечет. Наше тесто отдохнуло. Сейчас будем собирать пирог. Сначала тесто делим на 2 ровные части. Это будет у нас низушка, а эту поделим еще на 3 части. Это будет у нас верх и слои. Пока уберем, сейчас будем раскатывать тесто. Сковородка у меня диаметр 34 сантиметра. Сковородку я помазала растительным маслом. Будем раскатывать. Тесто я раскатала. Толщина теста примерно 5 миллиметров. Сейчас будем ее укладывать на сковородку. Первым слоем у нас будет чернослив. Сейчас аккуратненько, равномерно распределяем по всей поверхности. Сейчас будем закрывать чернослив. Толщина теста примерно 2 миллиметра, очень тоненькая. Толстое тесто нельзя здесь, потому что иначе не пропечется. Следующим слоем у нас будет курага. Равномерно распределим ее. Сейчас будем закрывать слой с курагой. Тесто тоже такое же тоненькое. И последним слоем у нас будет лимон. Сейчас будем закрывать наш пирог. Край пирога защипываем. Сейчас будем защипывать край пирога в виде косички. Это я уже много раз показывала. Кому интересно, можете еще раз посмотреть. В центре пирога делаем небольшую дырочку, чтобы у нас корка не поднималась, когда печем от воздуха. Так, и смажем 1 желток и 1 столовая ложка воды. Печем при температуре 180 градусов 30-35 минут, пока не зарумянится.
Наш пирог готов. Смотрите, какой он красивый получился. Сейчас попробуем его разрезать. Вот, смотрите, какой красивый пирог получился. Очень-очень вкусный. Попробуйте вы тоже приготовить. Я думаю, что вам понравится. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.